Всех приветствую на своем канале Астарта Сантья Тара. Сегодня мы с вами будем делать расклад на дам на недельку с 18 по 24 ноября на игральных картах. Уже традиционно раскладик. И еще у меня такой вопросик. Нужен ли раскладик на игральных картах именно на любовные треугольники? Да, уже спрашивала. Да, был один комментарий, что он нужен, но хотелось бы от вас еще услышать мнение, нужен ли вам этот расклад или нет. Если да, пожалуйста, пишите комментарии. Хочется, чтобы раскладики вам приносили пользу, а не просто уходили в тишину. Хочется от вас какой-то обратной связи. Пожалуйста, пишите, нужно вам или нет. Я очень жду. Перед вами, как обычно, три варианта. Первый, второй или третий. Дама бубновая, трефовая, червовая. Выбирайте. Как говорится, в добрый путь. Перехожу к варианту номер один. И первый вариант. Наша дама бубновая. Партнером я назначила к ней короля трефового. И она у нас сразу выпала в первой же в раскладочке. Смотрите, заходит она в период с какими-то пустыми хлопотами за даму червовую или совместно с дамой червовой. И также вот ее партнер, король трефовый. Был у нее разговор с ним у вас, дорогие. Был разговор с вашим партнером, скорее всего, либо за короля червового, да, либо за надежды и чаяния этой самой дамы червовой. Но, скорее всего, здесь все-таки был разговор с королем трефовым. Вы обсуждали даму червовую, ее надежды, ее чаяния, какие-то ее планы и так далее. Итак, первый вариант. И на сердце у вас ваш партнер, король трефовый, и под сердцем интерес червовой дамы. В голове у вас большой крупный разговор через интерес или за интерес вашего партнера в ранней вашей дороге. Это вот уже будет. В ногах у вас некий казенный король и свидание с дамой червовой. Также здесь еще может быть, знаете, как не свидание, да, face-to-face, а может быть переписка и общение в соцсетях. Кто такая дама червовая, решать вам. Это может быть кто угодно. Например, не знаю, мама, подруга, сестра, врач, юрист, адвокат. Если вы, к примеру, занимаетесь какими-то сейчас бумагами, оформлением каких-то бумаг, или ходите к врачу, или вот все что угодно, тут может быть, знаете, еще встреча с ней, свидание с ней в неком казенном доме в присутствии, там, я не знаю, некого, например, адвоката. Вот так еще может проиграться. Или там примеряйте на себя, или там вы пошли к врачу, и вот этот врач, встреча с ней у вас и проиграется в неком еще, может быть, еще казенном доме. Что было? В ранней дороге были чаяния и надежды вашего партнера, и был разговор с ним. Также в ранней дороге были любезности этой самой дамы червовой, и какие-то у вас были хлопоты, и важные, и пустые хлопоты, либо вы хлопотали, прям усердно хлопотали, но эти хлопоты не принесли вам пока никаких результатов. Что будет? Будет свидание с вашим партнером через его любовь, через его любезности, но свидание будет, скорее всего, такое достаточно, знаете, такое болезненное, неприятное, либо у вас будет разговор болезненный, неприятный, либо вообще сейчас просто в отношениях накалена так обстановочка, и все не так легко, все не так просто, но вот мужчина к вам со своими любезностями, со своим свиданием и со своими переживаниями, скорее всего, придет. Также здесь в казенном доме, опять же, как я и говорила, вот эта самая дама червовая со своими хлопотами и надеждами. И будет с ней разговор через ваш интерес, либо за ваш интерес. Либо за какие-то деньги, бумаги вы будете с ней что-то обсуждать. Также здесь еще может быть, что вы получите просто какие-то важные бумаги и какую-то крупную сумму денег, которую вы давно ждали. И основная тема недельки. Либо в дальней дороге, да, скорее всего, в дальней дороге будете вы злиться на себя,
и на свой интерес. Получите какой-то большой нечаянный интерес за себя. Также, что тут может быть? Если вы практикуете, вы практик, эзотерик, занимаетесь какими-то энергетическими практиками, да, вот все что угодно здесь. Также можете здесь практиковать, творить, вытворять, заниматься какими-то творческими вещами, да, в дальней дороге тоже. И опять же, тут получите какой-то нечаянный большой интерес. И последняя заключительная раскладочка. И для вас интерес вашего партнера, он к вам со своим интересом, со своими любезностями. И будете вы хлопотать за разговор с червовой дамой. Для дома в ранней дороге будете злиться на чаяния и надежды этой самой червовой дамы. На сердце. Опять же, это самая червовая дама в ранней дороге. И будете вы злиться на нее либо в дальней дороге, либо вообще в целом на нее, там, если как-то она влияет на ваше будущее, на вашу жизнь, то вы будете здесь злиться прям очень сильно на нее в дальней дороге или вообще в целом, да, на будущее с ней или за будущее с ней. В общем, здесь какая-то злость на эту самую червовую даму. Также здесь ближе к концу недельки, да, в дальней дороге, тут может быть, опять же, если вы практик эзотерик, будете вы что-то здесь творить, вытворять, в общем, заниматься творчеством. Что было? Был казенный король и свидание с вашим партнером. Но такое свидание достаточно болезненное. Вот оно никуда не девается. Это все было в прошлом. Нам карты показывают. Да, в прошлой раскладочке это же свидание выпало у нас на будущее, но и в прошлом тоже было достаточно болезненно, достаточно вот, неприятная, видимо, встреча, либо просто, как я и говорила, обстановочка накалена. Также тут может быть просто такая болезненная переписка в прошлом была у вас. Какое-то недопонимание, недосказанность, видимо, нашла коса на камень. А что будет? А будет у вас свидание с этой червовой дамой и любезности вашего партнера короля Трифового. На пороге. Что будет вот-вот? Интерес этой червовой дамы, она к вам со своим интересом, либо вы будете интересоваться, да, ее интересами, и в ранней дороге ваш партнер будет к вам со своими чаяниями, со своими надеждами. И успокаиваетесь вы пустыми хлопотами, достала доп-карту, уточнила, что это все-таки за хлопоты. Будете вы хлопотать за своего партнера короля Трифового. И успокаивайтесь этими вот пустыми хлопотами. И это был вариант номер 1. Единички для вас. И будьте, конечно, счастливы, будьте любимы, будьте здоровы. Берегите себя и своих близких. Любите себя. Живите полной жизнью. Всех благодарю. Всем спасибо, что были со мной. Смотрите мой канал. Пожалуйста, подписывайтесь и ставьте лайки. Мне будет очень приятно. Я перехожу к варианту номер 2. И, дорогие двоечки, трактуем для вас дамы Трифовые. Партнером я вам назначила короля Бубнового. И заходите вы в период с разговорами какими-то эмоциональными за свою любовь, за свои переживания, за свои желания, стремления, хотения и так далее. Также здесь был большой, крупный разговор, скорее всего, просто с самой собой. Что-то вы анализировали, думали, планировали, обсуждали, и было это все достаточно болезненно. Нужно, видимо, вам принять какое-то важное решение в жизни. И вот тут, здесь, конечно, есть терзание, метание, и это для вас важно, это вам нужно и необходимо сейчас на данный момент. И также здесь были хлопоты дамы Бубновой по отношению к вам, и вы к ней со своим интересом. Итак, двоечки, на сердце у вас любезности некой червовой, прошу прощения, червового короля, на сердце любезности любовь червового короля, и под сердцем свидание с этим червовым королем. Я партнером вам назначила короля Бубнового, но вот он у нас, как мы видим, вообще у нас в этой раскладочке не
выпал. Кто такой король червовый, решать вам. Если это третье лицо в отношениях, то это может быть и он. Если нет, то это просто друг, брат, сват, папа, отец, да, которого вы сейчас на данный момент содержите у себя и на сердце, и под сердцем. В общем, он для вас сейчас очень нужен, очень важен в вашей жизни. В голове. В голове этот самый король червовый, свидание с ним, скорее всего, в вашем доме. В ногах. В ногах у нас, смотрите, ранняя дорога совместно с этим королем червовым в его дом. Смотрите, видимо, вы с ним тесно общаетесь. И, дорогие двоечки, дамы, трефовые, уж прошу прощения, но здесь я уверена на 99%, что все-таки это третье лицо в отношениях. Смотрите, как здесь интересно выпало, да, вы содержите его любовь и жизнь, встречи, свидания с ним, да, и на сердце, и под сердцем. Он у вас и в голове, свидание с ним в вашем доме, и в ногах, то есть совместно с ним поездка уже в его дом. То есть тут тесно вы общаетесь, тесно вы встречаетесь. Но это всего лишь расклад на недельку, и, дорогие, я вас ни к чему не склоняю, не принуждаю, просто говорю, что вижу по раскладу. Да? Если у кого-то этого третьего лица нет, то, так как я и говорила, может быть друг, коллега по работе, брат, сват, ну вот все что угодно здесь могут нам карты показать. Итак, что было? Была опять, смотрите, как и в прошлой раскладочке, у нас бубновая дама со своими хлопотами к вам, и вы к ней со своим интересом. Видимо, это ваша подруга, мама, не знаю, сестра, и что-то вы вместе совместно очень даже приятно что-то делали, ездили, обсуждали, в общем, планировали и так далее. Также здесь была злость на короля червового, на разговор с ним. Разговор, видимо, был достаточно неприятный. Злились вы на него. И также в ранней вашей дороге были любезности дамы бубновой к вам. Как я и говорю, скорее всего, вы совместно куда-то ездили, что-то планировали, что-то обсуждали, и достаточно для вас нужно и приятно. Что будет? Будете вы хлопотать в казенном доме. Но хлопоты эти такие пустые, видимо, бытовые, каждодневные. Казенный дом — это там больница, нотариат, какие-нибудь, не знаю, что может быть казенным домом, адвокатура, в общем, работа, ну, все что угодно. И тут чаяния и надежды короля червового, никуда он от вас не уходит. Также в дальней дороге, либо за дальнюю дорогу вы будете родить, переживать, и, видимо, будете как-то хлопотать с усердием, с таким вот, с любовью, чтобы все получилось, все ваши планы осуществились. И также здесь получите вы какой-то нечаянный большой интерес. Вот прям большой, крупный интерес. Смотрите, как если прямо говорить прямо, да, свидание с этим большим нечаянным интересом, встреча. В общем, ждите, что-то вы узнаете, что-то к вам придет. И основная линия недельки, тенденция, да, будет разговор с королем червовым через его интерес, большой, крупный, важный разговор. Скорее всего, этот разговор будет в вашем доме и за ваши чаяния, и за ваши надежды, мои дорогие. Вот такая вот раскладочка. Смотрим дальше. И двоечки для вас. Пусто вы будете хлопотать за разговор, за свидание с королем червовым. Для дома. Вот тут, смотрите, совместная дорога ранняя. Какие-то такие мелкие поездки у вас были, да, вот с дамой бубновой. Скорее всего, вот какие-то важные для вас поездки. Что-то вы с ней куда-то вы ездили, видимо, решали какие-то важные вопросы. На сердце у вас любезности, это самой дамы бубновой за будущее ваше. Что было? Был ваш интерес, вы со своими чаяниями и надеждами к королю червовому, и он к вам со своими любезностями.
Что будет? Вы со своими любезностями к королю червовому и получите от него большой, нечаянный какой-то интерес за себя, за вашу любовь от него. И на пороге здесь у вас, смотрите, большой и крупный разговор с дамой бубновой в неком казенном доме, либо за казенный дом. И успокаивайтесь вы свиданием с королем червовым. Вот на этой недельке, смотрите, дорогие, ваш партнер, да, король бубновый, вообще у нас ни в одной раскладочке не выпал. Выпал зато на протяжении всего расклада, не покидает вас, никуда не уходит, не девается у вас, и у вас вы к нему с любезностями, и он к вам, король червовый. Что еще я не уточнила, вот упустила я в прошлых раскладках, смотрите. Можно, конечно, полагать, что вот масть бубновая, да, это все-таки масть вашего партнера, как я и загадала. И вот на сердце и в прошлых раскладочках тогда, пожалуйста, примерьте те слова, да, ту трактовку, что я говорила, к своему партнеру королю бубновому. Вот здесь тогда на сердце получается, смотрите, для дома у вас совместная дорога с королем бубновым, да, и на сердце у вас любезности и чаяния вашего партнера короля бубнового в дальней дороге. И на пороге, да, что будет какой-то большой крупный разговор в казенном доме с вашим партнером королем бубновым. Вот скорее всего вот там сложности у вас просто в отношениях. Получается, что есть третье лицо, и третье лицо сейчас для вас играет более важную роль в вашей жизни, нежели ваш партнер, король бубновый. И это был вариант номер 2, дорогие мои. Будьте любимы, будьте здоровы, будьте желанны. Берегите себя, берегите свою семью, любите жизнь. Конечно, будьте счастливы. Будьте счастливы, и пусть в вашей душе всегда будет гармония. Всех благодарю, что были со мной, что интересуетесь моей работой. Я надеюсь, что она идет вам на пользу. Ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на мой канал. Я перехожу к варианту номер 3. Вариант номер 3, дорогие, трактуем для вас. И партнером я вам назначила короля трифового. Заходите вы в период от масть вашего короля трифового, да, и, видимо, получили вы от него какую-то небольшую крупную сумму денег. Также здесь, смотрите, здесь могут быть любезности короля бубнового по отношению к вам. Кто такой король бубновый, решать вам. Это может быть кто угодно, отец, брат, сват, либо третье лицо в отношениях, но вам виднее. Так что здесь уж выбор за вами. Также смотрите, в ранней дороге у вас, видимо, вы что-то решали, что-то обсуждали с королем бубновым за позднюю дорогу, либо за дальнее будущее совместное. Также тут были переживания большие, да, в казенном доме. И получили вы какие-то бумаги, какие-то новости в казенном доме. И смотрите, на что это прям очень и очень сильно похоже, дорогие. Во-первых, казенным домом здесь может быть больница. И вот тут король бубновый, да, он идет на протяжении всей вот этой раскладочки. Это может быть ваш врач, доктор, профессор каких-нибудь наук, да, который вам просто принес какую-то новость, какие-то бумаги, за которые вы сильно переживали, или потому что у вас было плохое самочувствие, какой-то, видимо, диагноз могли вам поставить в прошлом. И вот так это еще может проиграться. Вот в ранней дороге совместно с вашим партнером вы посещали казенный дом, да, и получили какие-то новости, какие-то бумаги, которые и будут решать ваше дальнейшее будущее. Будете вы там лечиться, либо будете вы, к примеру, если это не больница, возможно, у вас какой-то совместный проект очень для вас нужный и важный, вы за него прям родили, переживали. И вот в прошлом, наконец, этот вопрос решился. Итак, третий вариант трактуем для вас. И на сердце у вас хлопоты трифовой дамы, под сердцем собственные хлопоты. В голове у вас совместное
совместной любезности с трефовой дамой и свидание через совместные любезности, совместное желание, то есть вы обе хотели, желали этой самой встречи. В ногах у вас большой крупный разговор с бубновой дамой в ранней дороге. Скорее всего, смотрите, как что-то еще может быть. Вы в ранней дороге обсуждали с трефовой дамой, да, с вашей подругой, бубновую даму. И вот такое тоже могло быть. Что было? Был, опять же, смотрите, разговор с вашей подругой, трефовой дамой за ваш интерес или через ваш интерес какой-то нужный вам и важный разговор. Также в ранней дороге были хлопоты бубновой дамы и трефовая дама к вам со своим интересом и к вам со своим каким-то благородными какими-то к вам порывами. Что будет? А будете вы хлопотать пусто в собственном доме за свои чаяния, за свои надежды. То есть либо это будут просто пустые хлопоты, ни к чему не приведут вас, либо это просто какие-то бытовые домашние хлопоты, которые повседневные. Также тут получите какие-то бумаги, либо какие-то новости от трефовой дамы. И здесь также, смотрите, злость и раздражение на бубновую даму. Скорее всего, с ней будет какой-то неприятный, достаточно такой разговор, нервный немного. Я бы сказала, немного можете вы как-то такой агрессивной нотки, что-то поговорить, что-то обсудить. Возможно, какой-то спор. И основная линия этой недельки, смотрите, трефовая дама. И злость, будете вы злиться на некого, либо это может быть король бубновый, да, либо будете злиться на отчаяние и надежды этой самой дамы бубновой. Но я все-таки склоняюсь, что это дама бубновая, потому что и здесь, смотрите, выпало на нее раздражение и злость. И основная линия недельки тоже раздражение и злость на даму бубновую, на свидание с ней. Также, что здесь может быть? Вы можете совместно с дамой трефовой, если вы практикуете эзотерик или занимаетесь какими-то энергетическими практиками, можете просто с ней что-то обсуждать, что-то планировать, что-то творить на эту дамочку, которая вас раздражает. Такие бывают нюансы, они не каждый расклад выпадает, но в разной жизни бывает, и что карты мне показывают, то я вам и пою. Также смотрите, тут, например, что еще может проиграться. Если вы, например, также практикуете, да, что-то делаете, какие-то эзотерические практики на свидание, на встречу с неким королем бубновым, то вы этим самым и будете заниматься, причем это будете делать совместно с дамой трефовой, либо будете просто этот вопрос обсуждать. Вот такое тут еще может случиться. Вот основная линия недельки может быть и такой. Не у всех, но у некоторых может и так проиграться. Итак, дама червовая, для вас пустые хлопоты за свой интерес и хлопоты дамы бубновой. Смотрите, тут еще могут быть и хлопоты отдельно короля бубнового. Для вас, для некоторых из вас может и так проиграться. Для дома разговоры, любезности с некой дамой треф. На сердце у вас злость на свои любезности и на себя, и на хлопоты этой дамы трефовой. Но смотрите, как я и говорила в прошлой раскладочке, здесь здесь уже явно идет у вас на сердце, вы будете, видимо, у вас большое желание, большое стремление попрактиковать, повидовать, я бы так сказала, да, потворить что-то совместно с этой трефовой дамой. Видимо, у вас какие-то интересный какой-то проект, связанный с эзотерикой, с практиками всякими
и так далее. Что было? Было у вас свидание, опять же, смотрите, с этой трифовой дамой, никуда она от вас не деется. На этой неделе вы прям очень тесно, совместно что-то будете решать, какие-то вопросы. И получили вы от нее какие-то бумаги, какие-то новости или, может быть, какую-то посылочку. Еще так могло проиграться. Что будет? Ох, и сильно же вы будете злиться, прям сильно злиться, раздражаться, и большой будет крупный разговор, скандал с королем Бубновым. Вот, мои дорогие. Если все-таки нет никакого короля, да, я в прошлых раскладочках вам рассказывала о Бубновой даме, то здесь, скорее всего, может быть разговор, крупный, большой скандал с дамой Бубновой через ее чаяния, через ее надежды, через какие-то ее хлопоты. И на пороге. Опять же, хлопоты в вашем доме за интерес или через интерес. Это самая трифовая дама. Вот дама, никуда она от вас на этой недельке не деется. Успокаивайтесь вы собой, разговорами с собой. Видимо, что-то вы решаете, анализируете. Это был третий вариант. И, конечно, будьте любимы, будьте здоровы, будьте желанны. Всего вам самого хорошего, благополучия, будьте счастливы. Всех благодарю, что были со мной, смотрели мое видео. Надеюсь, вам полезно то, что я делаю. И, конечно, если видео понравилось, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мне будет это тоже очень приятно. Со всеми прощаюсь, со всеми. Постоянно хочу сказать, всех обнимаю, но да, всех обнимаю. Всем пока.